كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Дорогие братья, мы находимся в месяце Рамадан, месяц поста, священный месяц, в котором все наши дела должны быть уравновешены, должны быть оценены должным образом нами же. Не допускается, чтобы мы своими же поступками портили свой пост. При этом голодая животом, но не получая за это никакой аджр. Вперед подвиньтесь, братья, чуть-чуть вперед. Место не оставляйте здесь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе: «Ман лам яд'a кауля зури валь амали бихи, фалейса лиллахи хаджатун фи ан яд'a та'амаху ва шарабаху». Тот человек, который не оставит кауля зур, сквернословие, валь амаля бихи, и соответствующие поступки его сквернословию, фалейса лилляхи хаджатун, Аллах не нуждается, чтобы он оставил его еду и питье, говорит. Аллах субханаху ва тааля сказал, рассказывая о мудростях поста, это ла'аллакум таттакун, быть может, вы будете богобоязненны, говорит. Поэтому мы видим многих из наших братьев-мусульман, у которых только сдерживают свой рот от еды, но не оставляют гибат, не оставляют бухтан, не оставляют кауля зур, сквернословие. Каля Муджахид, один из табиинов, ученых тафсира, сказал: «Хаслятани мин ман хафидахума салима лаху саумуху». Две вещи есть, говорит, два качества, если человек сможет сдержать себя от него, то его пост будет полноценным, говорит. Аль-гибату валь-кадиб. Это гиба, хула, валь-кадибу и ложь. Поэтому наш пост является аманатом, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Иннама сауму амана, фальяхфад ахадукум аманатаху». Пусть каждый из вас сохраняет свой аманат, бережет свой аманат. Каждым гибатом, каждым хулой, каждым сквернословием мы должны знать, что аджр за наш пост уменьшается. Не может быть полностью без аджра человек оставаться. Поэтому посланник Аллаха говорил: «Рубба саимин хаддуху мин ас-сиями аль-джу'у валь-аташ». Многие, быть может, какой-то постящий
от его поста у него остались только голод и жажда, говорит. Почему? Потому что сквернословил, потому что язык не молчал, делал грехи своим языком. Донесение делал между людьми, бухтан делал, гибат делал, за спиной разговаривал, занимался хулой. Из больше всего распространенных это гиба, дорогие братья. Это болезнь нашего общества, можно сказать. Гибат. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает, что такое гиба. Он говорит, атадруна маль гиба. Вы знаете, что такое гибат, говорит. Калу Аллаху ва расулуху а'лам. Аллах и его посланник лучше знают. Каля зикрака ахаха бима якра. Это когда ты упоминаешь своего брата тем, что ему не понравится, если до него это дойдет, говорит. И сподвижники спрашивают, если у него есть то, что мы говорим, если мы правду говорим, «Каля, иза кана фихи ма такуль, факад игтабтаху». Если у него есть то, что ты сказал, ты гибат сделал, говорит. «Ва иллам якун фихи, факад бахаттаху». А если нету у него это, ты ему сделал бухтан, говорит. Оклеветал его, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, дорогие братья, именно в месяц Рамазан человек должен обновить себя. Именно настраиваться, следить за своим языком и настраиваться, оставлять именно вот это скверный нрав мусульманина. Аллах субханаху ва тааля, рассказывая об Коране, о гиба, говорит: «Я айюхалладина аману джтанибу кафиран миназзан». О уверовавшие, говорит Аллах, обращаясь к нам. «Иджтанибу», остерегайтесь многих ваших догадок, говорит, домыслей по отношению к своему брату. «Инна ба'да ванни ифм». Часть этих домыслей может быть грехом, говорит. То есть это может не совпадать реальности. Домысли тоже гиба является, только гиба твоим сердцем, еще ты, который не выговорил. Когда у тебя появляются домысли, ты начинаешь следить за этим человеком. Верно ли это домысел или нет? Поэтому Аллах после этого говорит: «Валя таджассасу», и не следите друг за другом, говорит. Не надо шпионить друг за другом. Не надо ваши домысли искать, подтверждение для ваших домыслей. «Валя ягтаб ба'дукум ба'да». И не делайте гибат за друг за друга. То есть вот эти домысли, которые в ваших сердцах есть ненависть, не проявляйте ее на языке, говорит. Не делайте гибат. «А юхиббу ахадукум ан якуля лахма ахихи майта факарихтумуху». Разве вы любите есть мясо мертвого своего брата, говорит. «Факарихтумуху», вы же это не любите, говорит Аллах. «Ваттакуллаха», поэтому бойтесь Аллаха. «Инна Аллаха таввабур рахим», и возвращайтесь к Аллаху, воистину Аллах является принимающим тауба, милосердным по отношению к вам, говорит. Аллах субханаху ва тааля в этом аяте уподобляет упоминание своего брата тем, что ему не нравится, съедением его мяса. Мясо мертвого твоего брата. Человеческое мясо, как человек отвращается от есть этого, или же мертвечина. Именно эти два качества Аллах субханаху ва тааля рассказывает. Именно человек подобен, делающий хулу, человек подобен именно человеку, который съедает мясо своего мертвого брата. Как же отвратительно этот поступок. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сидит с Аишей, ради Аллаху анха, и упомянул однажды Софию. И у нее ревность заиграла и сказала, и она сказала: «Хасбука мин София, када ва када». Она сказала: «Хватит хвалить эту Софию», говорит. Она низкая, короткая сказала. Факаля, саллаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха сказал: «Лакад культи калиматан лау музиджат бима'ил бахри ламазаджатху». Ты сказала сейчас слово, если бы это слово смешало бы, скверну этого слова смешали бы с морем, это хватило бы загрязнить целое море, говорит посланник Аллаха. Просто сказала, она короткая. Но мы сколько делаем гибати, дорогие братья. Рассказываем и рассказываем. Говорим и говорим о своих братьях, субханаллах.
Поэтому Ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорил: «Узкур ахака ида габа анка бима тухиббу ан ядзкурака бихи». Ты упоминай своего брата, когда его нету, тем, что ты сам любил бы, как бы любил бы о тебе упоминать. Амр ибн аль-Ас, ради Аллаху анху, говорит, проходя рядом с мертвым ослом, فقال لبعض أصحابه, и некоторым своим друзьям окружение сказал: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه. Человеку съедать этот мертвый багль, мертвый вот этот мул, лучше, говорит, чем хайрун лаху мин ан я'куля лахма ахихи лахма раджулин муслим, чем съесть мясо своего брата мусульманина, говорит. Поэтому, дорогие братья, если Аллах захотел для нас добро, как это сказал Мухаммад ибн Ка'б аль-Куради: «Ида арада Аллаху азза ва джалля би'абдин хайран». Если Аллах для своего раба захотел добро, захадаху фид дунья, Аллах сделает его отвращенным от дунья, то есть не бегающим за ним, аскетом в дунье. «Вафакахаху фид дини», и Аллах даст ему знание в религии. «Вабассараху би'уюби нафсихи», и Аллах покажет ему не свои недостатки, не недостатки других, а свои недостатки. Потом к нам он повернулся и говорит: «Факаля рубба раджулин, руббама каля раджулу ла иляха иллаллах». Быть может, человек, когда даже говорит ла иляха иллаллах, фаахша алейхи нар, я боюсь, что Всевышний Аллах накажет его огнем, говорит. И они удивились, люди, как может человек, говоря ла иляха иллаллах, Аллах накажет его огнем. Факаля югтабу байна ядайхи раджулу фаюджибуху. Он зикру делает, поминает Аллаха, но рядом с ним делает гибат. Упоминает другого человека, за другого человека гибат делает. Фаюджибуху, это ему нравится, говорит. Фаякулу ла иляха иллаллах, ва лейса хаза мауди'уха. И он говорит ла иляха иллаллах. Это может быть, он говорит от удивления, может быть, он по разным причинам. Но это не его место, говорит он. Что ты говорил ла иляха. Иннама хаза мауди'ун юнсаху лаху фи нафсихи. Это время, когда ты должен насихат делать своему брату. Говорит, не делай это, ребят, оставь этого брата. وَيَقُولَ لَهُ إِتَّقِ اللَّهَ, бойся Аллаха, говорит, ты должен говорить в это время. А не упоминать Аллаха, говорит. Поэтому имам Газали, рахимахуллах, говорил: «Хия са'икатуль мухликату литта'ат». Гибат, она уничтожает все твои благие дела, говорит. Человек как будто ставит на вот этот вещь, которую кидают в пушку, как пушка, вот эта вещь, которую кидают камни, как будто там ставит манджаник, его называют, ставит манджаник и свои благие дела раскидывает направо и налево, говорит. Вот так это человек, делающий гибат, подобен этому, говорит. Хасан аль-Басри, когда сказали, чтобы один человек делал за тебя гиба, он взял ему, отправил тарелку фиников. قال أهديت لك قال أهديت إلي بعض حسناتك. Сказал: спасибо тебе, говорит, ты некоторые твои благие дела отдал мне, говорит. Вот, я захотел тебе подарок сделать, говорит. Поэтому мы говорим, рассказываем за брата, и в это время наши благие дела уходят, дорогие братья. Ибрахим ибн Адхам, один из салафов, был приглашен на еду. Он сидит, покушал вместе с ними, и там упомянули, в этом маджлисе упомянули человека, который не пришел туда. И один из них сказал, что он «Уиннау thaqilun». Он сказал, он человек с тяжелым характером, сказал он. Каля Ибрахим, разозлился Ибрахим ибн Адхам: «Иннама фа'аля би хада нафси». Это мой нафс для меня это сделало, говорит, что я попал в этот грех. То есть за то, что услышал этот гибат. «Хайθу хадарту мауди'ан югтабу фихи насу». Из-за живота я пришел в место, где гибат делают за спинами людей, говорит. «Фахараджа валам якуль талатата айямин». И он вышел и 3 дня не покушал больше.
3 дня вообще не ел от того, что он услышал. Поэтому, дорогие братья, это очень тяжелая вещь, это гибат. Просто мы пренебрежительно относимся к нему, мы не чувствуем из-за таких болезней в наших сердцах, из-за ненависти к брату, может быть, из-за каких-то конкуренций между нами и между братьями, не чувствуем этого. Из-за того, что этот человек, может быть, с нами плохо поступил. Но это очень большой грех, дорогие братья. Если последствия этого греха будут тяжкими, этот грех еще тяжелее становится. Аллах рассказывается, что Аллах ниспослал откровение Муса, алейхиссалям, и сказал ему, говорит, «Ман мата таиба миналь гиба». Тот человек, который сделал тауба от гиби, фахуа ахиру ман ядхулул джанна, он тот последним, кто войдет в рай, говорит. «Ваман мата мусирран алейха», и тот человек, который умрет, делая гибат, фахуа аввалу ман ядхулул наре, он будет первым, кто войдет в ад, говорит Муса, алейхиссалям. Мы много рассказываем о хадисе, хадис банкрота, маниль муфлис, как сказал посланник Аллаха. Вы знаете, кто такой банкрот? Знаете, кто такой муфлис? И сподвижники сказали, кто такой муфлис, кто такой банкрот? Это тот человек, у кого нет денег, и он попал в долги, говорит. И посланник Аллаха говорит, нет, говорит. Это тот человек, который придет в судный день. Яти яумаль киямати бисалатихи ва сиямихи. И у него со своими постами, со своими намазами, вазакатин, и со своим закатом. Но он приходит, яти кад шатама хада, этого он ругал. Вакадафа хада, и этого оклеветал. Вакала мала хада, и этого имущество отобрал. Васафака дама хада, и этого кровь пролил, говорит. Вадараба хада, и ударил этого. Фаюти хада мин хасанатихи, и он забирает у него благие дела. Второй забирает у него благие дела, и когда у него заканчиваются полностью благие дела, и не находят у него, а те, которые остались, кому он зульму делал своим языком и своими делами, кидают на него свои грехи. И человек полностью очищает, то есть полностью остается без благих дел и наполнен грехами, и ее закидывает ад. Страшная картина, даже, братья. Просто нужно беречь свой язык, больше ничего. Просто нужно контролировать себя. Особенно это легче бывает, когда ты знаешь, что делая гибат Аллах Субханаху ва Тааля из гнева, твои недостатки сделай так, чтобы люди узнали. Видя твои недостатки. Сколько же у нас, очень много, каждого человека есть скрытые недостатки, которые он не хочет, чтобы люди знали. Я ма'шара ман амана билисанихи ва лам ядхулил иману кальбаху. О, те люди, которые языками уверовали, но в сердце не зашел иман, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ла тагтабуль муслимин, не делайте гибат за спинами ваших братьев, мусульман. ولا تتبعوا عوراتهم, и не ищите их недостатки, говорит. فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته. Тот человек, который ищет недостатки своих братьев, Всевышний Аллах будет следить за его недостатками и выявлять их, говорит. وَمَنْ يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ. Если Аллах захочет, если Аллах будет следить за твоими, выявлять твои недостатки, Он это выявит, даже если ты будешь спрятаться в своем доме, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. В нормальном обществе гибата не бывает. У верующих людей гибат не бывает. Потому что она выявляет недостатки людей, делает между ними ненависть. Если бы каждый человек молчал бы, когда разногласия, больше это разногласий не пошел бы. Также, чуть-чуть разногласия между братьями или между семьями или что-то, этот рассказывает за это, этот рассказывает за спиной, этот разговаривает, и она возрастает, целая вражду превращается. Из-за чего? Из-за того, что не смогли сберечь свой язык. Тогда как верующий человек должен наоборот защищать мусульман.
Нет, мы наслаждаемся. Особенно этот человек, если нам не нравится, обязательно другие гибат делают, но я же не делаю. Наслаждаемся этим. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман забба мин ирди ахихи билгайба, кана хаккан аля Аллахи ан я'тикаху минан нар». Тот человек, который защищает своего брата, честь своего брата, при его отсутствии, Аллах на себя обязательство берет, говорит, что он освободит его от огня ада, говорит. Защити свою. Даже если ты его человека ненавидишь, защити этого брата, не давай, говорит. Защити того, кто делает гибат тоже. Потому что он этими действиями попадает в большой грех. Есть некоторые места, дорогие братья, где необходимо бывает иногда упоминать своего брата, где ученые разрешают упоминать своего брата, даже если он не любит этого. Это 6 мест, 6 ситуаций. Первое – это таваллюм. Когда тебя притесняют, когда тебе зульму делают, ты должен это объяснить имаму, султану, правителю, что человек мне зульму вот так сделал. Вот так. Объясняй ситуацию. Хотя в этом есть гибат, но это место, где шариат тебе разрешил это делать. Второе – аль-исти'анату аля тагири аль-мункар. Второе, когда мы хотим изменить, как бы порицаемое. Не можем исправить. Человек делает и делает грехи какие-то, делает преступление какое-то. И хотим это исправить. И подходим к человеку и говорим, что такой-то человек совершает вот такое. Можешь это исправить? Может. То есть подходим к человеку, который может это исправить. Или правителю, или султану, или имаму. Вот. Следующее, то, что где разрешается, когда ты спрашиваешь фетву. Ты приходишь к ученому и объясняешь ему ситуацию. Может быть, разногласия со своим братом, может быть, со своим отцом или там с кем, без разницы. Но объясняешь. То есть, если полностью картина не объясняется, и как бы невозможно объяснить, не упоминая этого брата, тогда можно это сделать. Вот когда фетву ты ищешь, то есть спрашиваешь вопрос шариатский. А также гиба не бывает, дорогие братья, за спиной человека, который не стесняется своих грехов. Человек явно пьет там, или другие грехи делает, наркоманией занимается, или женщина, которая не покрывается, или же там ходит, легкомысленные поступки у нее, и не стесняется людей. За этого человека гибат не бывает. За грешника тоже нельзя гибат делать, если он скрывает свои грехи. Надо ему насихат делать. Но тот человек, который не скрывает свои грехи, не стесняется, то за этого человека гиба не бывает. Упомянут он такой-то, такой-то. Вот. А также шестое, когда человека невозможно узнать, кроме как упомянуть некоторые его недостатки. Может быть, телесные, например. Ты знаешь слепого такого-то или там хромого такого-то. Может быть, ему не понравится, если до него дойдет это. Но это должно быть не издеваясь, но человек, ты объясняешь его имя, говорит, он не знает. Он говорит, вот такой хромой, или он горбатый, говоришь ты. То есть это тоже не считается гибатом. Почему? Потому что у тебя каст был не издевательство над ним, или не ущемление его, а объяснение. Вот это 6 мест, где шариат разрешается упомянуть своего брата, даже если это ему не нравится. В остальных местах не разрешается в шариате упомянуть своего брата. Плохими словами. И это является большим грехом. Как сказал Ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге Аль-Кабаир. Аль-Кабаир, то есть где упоминают самые большие грехи. Пусть Аллах Субханаху ва Та'аля защитит нас от всяких грехов языка. Пусть Аллах Субханаху ва Та'аля поможет нам освободиться от огня ада в этот месяц Рамазан. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله.
وأحثكم إياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. Дорогие братья, когда человеческая натура такая вещь, его нафс, хава страсти, такие вещи, когда ты его сдерживаешь от того, от чего-то, она пытается избегать вот этот, как бы найти для себя выход. Вот. Именно в гибате тоже такие моменты бывают. Как будто человек не хочет прямо гиба делать, но он попадает в этот гиба. Иногда бывает, что люди собрались и гибат делают за другого человека. Или он тебе рассказывает о недостатках другого человека. А ты делаешь вид, как будто ты это не знал, как будто ты удивлен, невозможно это быть, вот так, вот так. И ты слушаешь его и наслаждаешься этим ребятам. Давай, как будто твое сердце там внутри говорит, давай, еще. Вот. Делаешь вид, как будто ты удивлен, как будто ты это не знал. Может быть, ты не знал этого. Но ты должен был что делать? Вначале же сказать, оставь этого брата. Не будем ребят делать. Вот так должен был сказать. Иногда она бывает, сам делаешь рибат, но преподносишь его, как будто ты сожалеешь об этом человеке. Но наоборот, ты хочешь упомянуть его недостатки, но такой вид делаешь, как будто ты сожалеешь о том, что он такой-то, да, я тоже дуа делаю, ему туда-сюда говорит, субханаллах. И преподносишь это, как будто ты такой переживающий за этого брата человек, и если ты был бы переживающим, ты вообще не упомянул бы его. Ты делал бы скрытно дуа и молчал бы. Не верил бы этот его недостаток. Вот, слышал то, что он, например, такое слышал, что случилось с ним. Сколько я дуа делал, там столько это говорит. И потом начинает рассказывать, кому вот этот грязь, которая у тебя в сердце, в его сосуд выливаешь туда, субханаллах. Вот. А также бывает, даже человек, когда инкар делает, даже говорит, не делай гибат, говорит там, или не надо говорить, да, не надо говорить, но сердце твое инкар не делает. У тебя, когда человек гибат делает, то отвращение должно быть приходить к этому гибату, то, что он делает. Иногда бывает, человек, упоминает, рассказывает, Аллах испытал его. У нас тоже бывают такие же грехи, он тоже попал, вот таким образом делает, субханаллах. Это все вот эти разные, это шайтан для тебя, обманывает тебя. Ты хочешь, чтобы не делал рибат, все, молчи, не говори о нем. Избегай это, как избегаешь огонь. Некоторые говорят, когда ты, оставь брата, говорит, когда ты проявляешь недовольство, то, что он рибат делает. Я готов перед ним говорить это, говорит. Я перед ним тоже говорю это, говорит. Кто тебе дал право, если ты можешь это перед ним говорить? Кто тебе дал право рибат делать? Это отдельная вещь, Какие же причины, дорогие братья, почему мы делаем рибат? В первую очередь, она исходит от ненависти к своему брату, недолюбия своего брата. Вот. Но ты не хочешь проявлять эту ненависть, у тебя там скрыта она, ты не хочешь, чтобы она выявилась. Вот. Почему? Потому что боишься, может быть, последствия, если он узнает, что ты с ним враждуешь или там ты его не любишь. Но каждый раз, когда кто-то упоминает его, или же каждый раз, не упуская случай, ты начинаешь рибат делать. Разными выходами, если иногда показываешь себя таким добрым человеком, но не оставляешь, кусаешь, помаленьку кусаешь. Субханаллах. Из-за чего? Из-за того, что не любишь этого человека. Исправь свое сердце, дорогой брат. Вот. А также, может быть, зависть. Ты завидуешь ему просто. И не хочешь, чтобы люди знали что про это зависть. Вот. Находя удобный случай, ты кусаешь своего брата. Кусаешь мясо. Или же, когда другие делают, радуешься, сидишь рядом. И ты иногда проявляешь, как будто, как же жаль, говоришь. Не жаль тебе, ты радуешься внутри. Субханаллах.
Иногда бывает, гиба человек делает, когда хочет себя оправдать. Рассказывает, человек, особенно у грешников это бывает, особенно они любят это делать, когда немного праведные люди ошибаются. Вот себя, оправдывая этим себя. Ошибается, видишь, как он попал, видишь, он тоже делает. Особенно за спинами ученых. Без ошибок никто не бывает. Ученые тоже попадают. Знающие люди тоже попадают. Но иногда у кого сердце болезнь и не может эти грехи оставлять, он думает, что если он будет рассказывать о недостатках праведных людей или недостатках ученых среди людей, что это оправдывает его. Нет, не оправдывает тебя. Ты исправь себя, а они исправят себя, субханаллах. Иногда бывает, собираются несколько братьев, а человек слабый характером, не может отрицать, например, они собрались и гибат делают. Сидит рядом с ними, и с ними смеется и говорит, ничего не говорит. Боится, что если он скажет, не делайте гибат, ты что, самый умный, что ли, так скажет, или там что-то скажет, если недолюбие к нему проявится. Это бывает у слабых людей. Верующий человек должен гордиться своей религией. Он должен быть сильным. Не надо подстраиваться под кем-то. Подстраиваться, искать довольство кого-то в этой жизни. Довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Иногда бывают люди, Субханаллах, у него нету недолюбия, ничего нету. Но просто упоминает недостатки других. Почему? Чтобы себя поднять в глазах других. Просто, чтобы себя, свой уровень поднять. И всегда делает, ребят, кого бы не упоминают благим словом, у него так-то, так-то, у него такая-то недостаток. Он как-то хочет, чтобы собеседник узнал о недостатке своего брата. А также, конечно, когда люди много шутят, много друг за другом, за спинами друг шутят, или же там делают это, чтобы другие смеялись, пародируют людей, там, его разговоры людей пародируют. Не обязательно, чтобы у тебя гибат был твоими словами. Если ты пародируешь кого-то в его хромоте, или же его там лицо как-то это сделано, или же пародируешь, как он разговаривает, это тоже гибат. Если это может быть даже тяжелее. Если ты сказал, он хромой, может быть он, хромой. А если ты его пародируешь, это издевательство над человеком. И это когда бывает, когда хотят рассмешить наше окружение. Именно тоже, чтобы довольными были, как сказал посланник Аллаха, самый худший человек, тот, который рассказывает что-то, чтобы смеялись окружающие, говорит. И, конечно, кафратуль фарах. Свободное время. Нечего делать, нечего заниматься молодежи. Чем-то существенным себя не занимают. Ибадатом, поклонением, чтением книги, зикром Аллаха, поминанием Аллаха. Если ты ничего не хотя бы смотри какое-то полезное, что-нибудь посмотри в телевизоре, не надо рибат делать, сидеть, не знаешь, что делать, и упоминаешь, этого расскажешь, про того начинает думать, про это и начинает за спиной своих братьев разговаривать, субханаллах. И это все от чего идет? Это отсутствие воспитания, дорогие братья. Отсутствие исламского воспитания. И твое незнание – последствия этого рибата. Последствия этого рибата. Потому что каждый из нас, когда станем перед Аллахом, когда перед нами будет огонь, и перед нами будет сират, и не будет никого вокруг тебя, вот тогда будет каждый человек сожалеть. Когда каждая пилинка твоих благих дел идет на весы. И каждое плохое слово, которое сказано, идет на весы. Вот тогда, когда ты будешь переживать за весами, вот так, какой из них поднимется, какой? Вот тогда мы будем чувствовать тяжесть этого рибата, этого бутана. А также, когда Аллах Субхану ва Тааля нас позорит перед людьми этой же дуни, выявляет наши недостатки. Иногда бывает, мы удивляемся, почему Аллах Субхану ва Тааля с нами поступил. Почему у меня так случилось? Почему у меня у кого-то там
дочка плохая вышла там, или там сын такой наркоман вышел. Почему? Потому что ты разговаривал за спинами людей, ты выявлял недостатки людей. Аллах сделал так, чтобы у тебя тоже так же было. Аллах опозорил тебя, субханаллах. Поэтому, дорогие братья, остерегайтесь тех людей, которые делают гибаты. Берегите свои языки, берегите свои посты. Перестраивайтесь, перенастраивайтесь этот месяц Рамазан. Приходите каждую ночь, когда домой придете, садитесь, где никого нету, и смотрите свое сердце. Смотрите свое сердце. За каждым человеком, который вы делали гибат, почему вы это делали? Вы там внутри сердца найдете, что недолюбиваете этого человека. Вы там внутри себя найдете, что у вас есть скрытая болезнь, что вы хотите поднять себя в глазах других людей. Именно унижая этих людей, делая за них гибат. И делайте тауба от этого, дорогие братья. Как нужно делать тауба от гибата? Как сказали некоторые ученые, человек в первую очередь должен искренне раскаяться от этого, больше никогда не возвращаться и не оставлять тому, кто делает гибат. И вторую очередь, если есть возможность, просить прощения у своего брата. Просить прощения своего брата. Но иногда бывают случаи, когда ты просишь прощения, он может плохо думать о тебе. Он что, ребят, что ли, за меня делал? Или там, он не любит, что ли, меня, или что-то. Могут быть последствия. И при этом что делаешь? Не говоришь ему это, просто делай за этого человека дуа. Если ты его упоминал плохо, хвали его, расскажи людям о его благих нравах. То есть сделай обратное то, что ты делал, чтобы Аллах тебе простил эти грехи. Чтобы в судный день, когда станешь, чтобы этот человек видел, что ты за него дуа делал, чтобы не забирал твои благие дела. Делай за них дуа. Помоги ему, если может неимущий человек финансово или чем-то, помоги ему. И это является таубом, дорогие братья. Пусть Аллах защитит нас, дорогие братья. Пусть Аллах, субхана ва тааля, изменит наши сердца в лучшую сторону. Пусть Аллах очистит скверну из наших сердец. Пусть Аллах, субхана ва тааля, уберет из наших сердец недолюбие к своим братьям. Вражду, которая между нами, которая есть. Это вражда, самая большая вражда даже в этом мире, этой дуне, не стоит этого гибата, дорогие братья. Потому что последствия этого гибата очень плохие будут в судный день. Это не стоит. И вы почувствуете это, когда мы все почувствуем это, когда мы зайдем туда, в могилу, и когда мы предстанем перед Аллахом, субхану ва тааля. Пусть Аллах, субхану ва тааля, исправит положение мусульман во всем мире. Пусть Аллах, субхану ва тааля, исправит положение мусульман в Сирии, Палестине, в Китае и в разных местах, где мусульмане находятся в ущемлении. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, простит нам наши грехи, очистит нас именно в этот Рамазан, освободит нас от огня ада в этот Рамазан. Аллахумма агфир лил му'минина валь му'минат, валь муслимина валь муслимат, ма байна аль машарики валь магариби куллихим аматан амин. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد